Все. Привет, Москва! Привет, Олимпийский! Спасибо, Ретро FM! Всего один рекламный ролик. Не переключайтесь. Уважаемые египтяне, дорогие, остались буквально считанные минуты до наступления 2020. Во всей нашей бескрайней Якутии, в каждом доме, в каждой семье мы встречаем Новый год с надеждой и верой в самое лучшее. Уходящий 2020 год принес миру небывалую одарил созревал человечество и изменил привычную жизнь на всей нашей земле. С первых дней пандемии мы вместе со всей страной мобилизовали силы и ресурсы на защиту здоровья людей. На передовую борьбы с болезнью вышли наши люди. Они спасают жизни якутян, проявляя настоящий низкий поклон и сердечный ответ. В эти трудные дни и месяцы самым светлым для всех стала взаимная помощь и поддержка людей. Спасибо вам, дорогие мои сограждане, за доброту и сопереживание, за ответственность и стойкость. 2020 год, год юбилея Великой Победы, войдет в историю как год преодоления несгибаемости и силы духа нашей страны. Он запомнится трудовыми достижениями труднейших и ординарных людей. Запомнится успехами жителей республики в творчестве, в образовании и спорте. И, конечно, запомнится созданием молодых семей и рождением будущего нашей Якутии. В эти минуты, загадывая свое самое заветное новогоднее желание, все мы думаем о счастье родных людей, о спокойной и радостной жизни в своей республике, в своей стране. Я уверен, в наступающем году мы вернемся к обычной жизни, наполненной простыми, но очень дорогими каждому человеку делами и событиями. Пережив вынужденную изоляцию, мы еще больше будем ценить радость живого общения. Испытав дозу опасных болезней, станем еще крепче беречь близких, дарить им любовь. Друзья, наступающий год я объявил в нашей республике годом здоровья. Он пройдет под знаком сохранения и приумножения благополучия. Мы поможем восстановить здоровье людей, душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Начнем коренные преобразования и создание условий для здоровой жизни каждого человека, для сбережения всего нашего многонационального народа. Дорогие друзья, якутяне, оптимизм и вера в товарищество, дружелюбие и умение сопереживать были и остаются лучшими чертами нашего общества. Мы гордимся своими людьми, гордимся родной Россией. Вместе мы преодолеем все трудности. Наше будущее в наших руках. Пусть вместе с боем кремлевских план каждый дом озарится счастьем. Пусть радость и любовь воцарятся в каждой семье, в душе каждого. Цените себя, берегите своих близких. Крепкого вам здоровья, исполнения всех заветных желаний. Сагагалунан, Агадилна. С наступающим новым 2021 годом. Магазин Евромода дарит новогодние скидки до 70% на женскую одежду, обувь и аксессуары из Европы. Торговый центр «Атлант», второй этаж. История написана кровью.
Некоторые страницы вырваны с мясом. Часто приходится резать по-живому. Сшивать разрозненные фрагменты, чтобы связать между собой факты, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. Только так можно восстановить истинный ход событий. Когда нужно препарировать историю, зовут специалиста. Неизвестная история с Борисом Рыжовым. В понедельник в 23:30 на РЕН-ТВ. Настало время объединить тайные знания предков и последние научные достижения. Давайте делать открытие вместе. Загадки человечества. Новые серии со вторника по четверг в 23:30 на РЕН-ТВ. Так выглядит каждый турист в глазах местных жителей. Не трать себя понапрасну. Смотри НИИ. Путеводитель. По пятницам в 14:00 на РЕН-ТВ. Военная тайна. По субботам в 11:15 на РЕН-ТВ. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, всего через несколько минут 2020 заканчивается. Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то горькими утратами близких, любимых людей. Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами. Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Это ценности мужества, отзывчивости, милосердия в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг, с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы. Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни. Это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Это наши дети, еще малыши и уже повзрослевшие. Это наши друзья и коллеги. Бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел. Масштабных на всю страну и небольших в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых. Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное.
все, что делает нас благородными и сильными. Любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда. Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность. Это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь. И с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии 21 века. Дорогие друзья, не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах. И уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве. Также неустанно с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб. Наши военнослужащие в горячих точках за рубежами России. Наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими. С надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год. Загадать сокровенные желания. Дорогие друзья, давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом наступающем 2021 году. С праздником, дорогие друзья!
прошлое